Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Как обычно, расскажу сегодня об основных событиях, которые произошли в республике. Ну, как сначала всегда, эпидемиология, несколько цифр. В республике лабораторно подтверждено 1480 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки добавилось 25 человек. Всего под медицинским наблюдением 1350 человек. Выздоровело 855. И вот из них в минувшие сутки 39 человек. Как я говорю, это хороший счет в нашу пользу. И, в общем, нам так и надо такой держать тренд на выздоравливать больше, чем заболевать. Сегодня в республике, в Сыктывкаре у нас в гостях художественный руководитель Александринского театра Валерий Владимирович Фокин с коллегами. Ну и мы провели очень большую такую творческую встречу, большие обсуждения. Самый главный вопрос – это Александринка взяла курацию, в виде будет подписано соглашение, над нашим молодежным театром. Напомню, что в прошлом году, в год театра, было принято решение о создании молодежного театра Республики Коми. И вот сегодня Валерий Владимирович с коллегами сделали очень интересное такое творческое предложение. Они предложили создать театр в промзоне. Промзона, при этом, ну, в общем, вот такой тренд, когда сегодня промышленная зона становится центром такого арт-объекта, и театр становится такой проектом инфраструктуры, когда вокруг театра развивается такой целый арт-город со своими кафе, со своими площадками, танцполами, бутиками и так далее. Вот такой новый проект мы будем в ближайшие годы создавать в Сыктывкаре. Я думаю, что у нас все получится, тем более вот с таким патронажем. Договорились о том, что будем делать обменные спектакли, и вот молодежный театр, и Александринка. И провели после вот этого совещания координационный совет по культуре Северо-Западного федерального округа. Конечно, вот такой онлайн-режим, в который перешли все театры, он, конечно, очень необычный, и обсуждали сегодня проблемы выхода из него. Конечно, все зрители и актеры ждут, когда они, в общем, снова встретятся и увидят друг друга уже напрямую, глаза в глаза. И думаю, что к осени все-таки вот театры откроют свои двери для зрителей. Провели сегодня еще одно совещание очень важное, это с банковским сектором республики. Были все банки, расквартированные в республике. Основную задачу, которую я поставил перед банковским сектором, это поддержка малого и среднего бизнеса. И здесь обсудили реализацию мер поддержки. Здесь очень много, вы знаете, мероприятий. Это и кредитные каникулы, льготная и беспроцентная программа кредитования и многое другое. Хочу отметить, что все вот руководители банков проявили очень большую заинтересованность в представлении таких кейсов и в расширении их линейки, и договорились, что в течение до конца года ежемесячно будем сверять часы, проводить такие встречи для того, чтобы максимально оказывать помощь малому и среднему бизнесу. Сегодня у нас страна отмечает День эколога и Всемирный день окружающей среды. Вот хочу сказать, что республика занимает почетное, входит в десятку лучших регионов страны, лучших по экологии. И, конечно, наша задача сохранить для потомков вот такую чистую республику, девственные леса, чистые реки, озера. И еще одна такая красивая очень акция, это в стране проходит, и республика тоже к ней присоединилась. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне высаживается 27 миллионов деревьев, как раз вот в знак памяти о погибших в этой страшной Великой войне. Вот на сегодняшний день это все новости. Еще раз хочу напомнить, что мы должны беречь друг друга. Будьте здоровы, всего вам доброго, до завтра.